Больше сотни комментариев о том, как люди пережили сексуальное насилие и реакцию их окружения на это. Я знал, что проблема обвинения жертвы, распространения мифов об изнасилованиях и, как следствие, очень высокую латентность изнасилований, когда пострадавшие просто не обращаются к правосудию, очень распространена. Но я не думал, что такое количество девушек, женщин, даже парней, переживших сексуальное насилие, находится прямо у меня под носом, среди моей аудитории. Вы оставили очень много личных историй в комментариях под видео основного канала. Леденящих и очень тяжелых историй, но очень нужных историй, нужных для демонстрации масштаба этой проблемы. Спасибо за это. Я не представляю, как некоторым из вас это сложно далось, но правда огромное спасибо. Я также очень рад, что очень многие люди пересмотрели допустимость риторики обвинения жертвы в этом вопросе. Очень рад, что многие люди избавились от стереотипов и предрассудков в этой сфере. Я действительно видел много таких комментариев. В каком-то смысле я даже горд за то, что у меня аудитория с незашоренными опасными идеологиями и взглядом на мир. На этом можете закрывать видео, и я настоятельно рекомендую вам это сделать. Теперь о грустном. Реакция одаренных персонажей не заставила себя ждать. Их нашлось немного, но они нашлись. Комментарии в стиле «сама виновата», «как ты можешь оправдывать шлюху?», «если человек заходит в вольер с медведями или львами, люди ведь так похожи на медведей и львов, правда?». Даже огромное количество жертв, что просто отписались у меня в комментариях, столкнулись с такими вот обвинениями. Изнасилование – это не та тема, где допустимы такие полутона. Любая мразь, написавшая обвинительный месседж жертве сексуального насилия, нахрен флагуется и летит в бан. Никаких компромиссов. Это не та тема, где они могут быть. Ублюдки, вроде Соболева и Ильдара, даже не осознают последствий своего хайпа на теме изнасилования. Их риторике просто нет места в цивилизованном обществе. Я надеялся, что Женя, Утопия Шоу, извинится за свои слова о том, что жертва рано или поздно найдет неприятности за свое поведение. О том, что ее трахали, и ей нравилось, но, видите ли, она боится признаться. Слова, сказанные на огромную аудиторию. У этих видео от 400 тысяч до 2 миллионов просмотров. Но знаете, как выглядели эти извинения? Якобы это просто работа актером озвучки. Якобы биографические сведения, упомянутые в ролике, не имеют к самому Жене никакого отношения. И что, если бы он знал, что это всплывет, то он бы, конечно, этого не делал. Женя, ты правда не понимаешь, в чем твоя вина? Ты правда не осознаешь, в чем состояли претензии? Ты отвечаешь, что это были не твои слова, что надо все проверять перед тем, как обвинять. А ты проверил материалы уголовного дела перед тем, как пилить эти ролики? Или ты посчитал, что сраных ток-шоу будет достаточно? Ты серьезно считаешь, что я бы вставлял эти слова в видео, не будучи уверенным, что автор именно ты? Ну так вот, если тебе не хватило мужества, то я покажу, как я проверил. Это не у тебя на канале была рубрика «Трындец», где ты хайпился на трендах и поливал все говном. Это не в твоем удаленном видео ты рассказывал о ее дальнейшей судьбе. Женя, ты можешь бесконечно удалять свои видео, удалять комментарии с их упоминанием, но тебе никуда не деться от того факта, что все единожды попавшее в интернет остается в нем навсегда. Показать тебе, что ты хотел скрыть. Смотрите, многие из вас писали, что хватит, завязывай с рубрикой «Трындец», она не заходит, она говно, никто смотреть не будет, на таком черном пиаре ты не выйдешь. Это, наверное, единственное, что зашло на моем канале. Как бы это грустно ни звучало, но это зашло. Понимаете, шоу «Трындец» купили. Его купил другой канал, который называется DigraTube. У нас очень хорошие отношения теперь. И, ну вот, как бы такой контракт, грубо говоря, да? Я им делаю ролики, и мы сотрудничаем. Там ролики собирают вот сейчас уже 100 тысяч просмотров. Это зашло. Черт возьми, там вообще нет ничего плохого, нет плохих комментариев. Все расхваливают. Там есть ссылка на мой канал, все переходят и еще подписываются сюда и смотрят мои ролики, наши ролики. Это вообще прям вот нереально круто. То есть, да, вы были неправы. Обожаю
указывать людям на то, что они вот неправы были. Вы были неправы, трындец зашел и очень хорошо сейчас форсится по интернету. Это не ты на своих первых стримах еще не мог подавить тщеславие и намекал о том, что Дегратюб это не просто озвучка. Дегратюб тебе о чем-нибудь говорит? Говорит, канал такой есть на ютубе. Дегратюб не мой проект. Я там разве что могу озвучивать. Но это не точно. Это не ты, Женя, писал в феврале прошлого года комменты о том, что если ты озвучиваешь текст, то ты априори с ним согласен. И это не ты скринил то самое видео, где ты обвиняешь жертву и распространяешь миф об изнасилованиях, радуясь тому, что оно попало в тренды. Неужели ток-шоу для тебя это последняя судебная инстанция? Женя, ты заврался. Заврался перед всеми, но в первую очередь заврался перед своей аудиторией. Ты лжешь им, и это лишь маленькая капля от всей этой огромной лжи. Я надеялся, что ты изменился. Но твоя реакция показала, ты стал лишь хуже. Это не актерство, Женя, это двуличие. Мне стыдно, когда меня называют научпопером, именно из-за таких, как ты. Я не хочу иметь ничего общего ни с тобой, ни с твоей аудиторией. Если вы продолжите писать после всего этого, а он просто озвучил, а что такого? Отписывайтесь нахрен. Лучше подпишитесь на приятного Ильдара или Соболева. Мне нахрен не нужны хомяки человека, который даже в своих извинениях умудряется так дико врать. Женя, я знаю, ты напуган и правильно боишься, ведь для всех думающих людей картина более чем очевидна. Вот это мой идеальный мир, где нет места пиздежу. Твоя утопия прогнила.